Приветствую, друзья! В продолжении первых двух видео вот и сравнение фильма и книги с толькими любимого узника Азкабана. Напомню, что в классификации отличий мы предлагаем 4 уровня, начиная от серого в виде заметок на экране и заканчивая важными изменениями с красным кодом. Как обычно, поговорим об отличиях новых для фильма персонажей. Всем троим мародерам по книге чуть более 30 лет. Гарри Олдман в роли Сириуса шикарный выбор, но во время съемок ему было уже 46. Кроме того, в фильмах он весь в тату, чего не было в книгах. Дэвид Тьюлис тоже отлично подходит на свою роль, невзирая на то, что он сильно старше, ибо шикарно резонирует с образом Люпина из книги, который был очень истощен из-за своей болезни. Тимоти Спол уже более спорный выбор, ибо Петтигрю в фильме стал не только сильно старше, но и выше и больше. По книге это щуплый маленький мужчина, который похож на крысу даже в человеческом облике. То, что сделали с профессором Флитвиком, не выдерживает никакой критики, ибо канон первых двух частей в образе был разрушен полностью, хотя играет его все тот же актер Уорвик Дэвис. Стэн Шанпайк в книге не старше 19 лет, но актеру на момент съемок было 27, а кроме того он носил красный костюм, но в фильме одежда синего цвета. Владелец дырявого котла Том описан как старый беззубый волшебник, и новая версия значительно точнее, однако у него не было горба, это было сделано только для фильма. У тети Мардж в лоре были усы, и она была похожа на Вернона, но в фильме сходство больше видно только по характеру. В паре эпизодов появляется парень по имени Бэм, которого не было в книге. В этой ленте заменили актрису, которая играет портрет Гриффиндора, полную даму, и тут у нее белое платье, но в книгах оно розовое. Был отснят, но вырезан портрет рыцаря сэра Кэдагана. Под нож попали мадам Помфри, мадам Трюк, Оливер Вуд, важная для Кубка и Ордена Джоу Чанг, Колин Криви и третья справа для узника Азкабана, но важная для принца Лаванда Браун. Остальные актеры хорошо попадают в каст. А теперь переходим к фильму, который почти полностью вырезает всю первую главу. По книге это ночь с 30 на 31 июля на 13-летие избранного. В ленте Гарри изучает на практике заклинание Люмос, но, во-первых, он уже знал это заклинание еще во время событий тайной комнаты. Во-вторых, школьникам колдовать вне школы запрещено. В книге он под одеялом с фонариком писал сочинение по учебнику «История магии» Батильды Бэкшет. Когда Вернон купил новую бричку, вся семья рассматривала ее, и избранный шпилькой открыл чулан и вытащил учебники. Прятал он свой лут под доской под кроватью. Кроме того, фильм вырезает забавный звонок Рона в дом Дурслей. Тот кричал, как на футбольном матче, что ему нужен Гарри, и дядя Вернон грубо отшил Рыжика. Зато дядя дал добро на то, чтобы выпускать Буклю летать, тогда от нее меньше шуму. Ночью к избранному прилетают совы. В своем письме Рон поздравил друга с днем рождения и извинился за звонок. Рыжик сообщил, что родители посулили ему новую палочку, а Перси стал старостой школы. В конверте были черно-белый снимок и статья о том, что Артур Уизли выиграл 700 галлеонов, и семья поехала в Египет к самому старшему сыну Биллу, который там работает. В фильме эту газету Гарри увидит сильно позже в дырявом котле. В подарок Гарри достался вырезанный вредноскоп. Букля принесла письмо, в котором Всезнайка сообщила, что чилит во Франции, и в подарок избранный получил книгу и набор по уходу за метлой. Пришел подарок и от Хагрида, чудовищная книга о чудовищах, и сцена, снятая в отеле, в книге происходит в комнате Гарри. В открытке лесничий маякнул, что учебник парню очень скоро пригодится. В
В конверте от Катяуси были стандартные указки и форма с разрешением визитов в Хогсмит. Во время завтрака семейство смотрит новости, в которых говорится о сбежавшем Сириусе Блэке. Дядя сообщает, что Мардж приезжает на неделю, и Гарри не без помощи шантажа заключает с ним сделку. Вот тут фильм и книга встретились. В книге Мардж изводила Гарри неделю, но в фильме все колкости от нее вместили в один вечер, и Гарри вышел из себя уже во время ужина. К слову, в ленте тетка улетает в соседний городок, но в книге она не вылетела и за пределы дома. В фильме есть отличная интеграция с фотографией родителей, чего не было в книге. Правда, кино не раскрывает помыслы избранного, у него ни грамма магловских денег, и он думал, как с помощью волшебства добраться до Лондона, чтобы забрать деньги из своего сейфа и жить отшельником. Когда появляется Сириус, Гарри в книге применяет заклинание Люмос. Это и провоцирует автобус появиться возле него. На вопрос Стэна об имени в книге Гарри сказал, что его зовут Невил Долгопупс. Он не собирался помогать министерству себя искать. Они с кондуктором обсудили часть того, что в фильме Гарри узнает сильно позже у мадам Размерты. В фильме остановки вынужденные, но в книге они весьма конкретные, и Эрни просит Стэна разбудить одну или другую колдунью. К слову, живые головы в фильме – это режиссерская идея, в книге такого не было. Оригинал расширил информацию из статьи в Пророке. Лидеры других стран осудили Фаджа, что он рассказал о Сириусе премьер-министру маглов. Корнелиус ответил, что ситуация чрезвычайная, но в новостях маглов сообщают, что у преступника пистолет, металлическая дудка, которой простецы обнуляют друг друга. Возле дырявого котла в фильме Гарри встречает Том, но в книге его встретил Корнелиус Фадж. Министр в ленте почти полностью повторяет свой монолог из лора, но с поправкой, что Дурсли готовы принять племянника на следующее лето. Поттер просил министра подписать разрешение для Хогсмита, но тот отморозился и в ближайшие 2 недели просил не лазить нигде, кроме Косого переулка, а Том должен был присматривать за Гарри. По фильму же избранный провел тут всего 1 ночь. Фильм вырезает почти целую главу. Гарри стал завтракать в дырявом котле, а в кафе с мороженым делал домашку. Владелец даже помог ему с сочинением, ибо хорошо знал историю магии. Через неделю он и заприметил молнию, которая развивала скорость более 200 км в час за 10 секунд. Оказалось, что фавориты Кубка в лице ирландцев уже заказали 7 штук на всю команду. В фильме же об этой метле мы ничего не узнаем до самого его окончания. Гарри купил новую мантию мадам Малкин и зашел во Флориш и Блотс, где стояла огромная клетка с чудовищными книгами, которые дрались друг с другом, а 2 книги перетягивали 3-ю как канат. И тут Гарри видит книгу с дурными предзнаменованиями, на которой была изображена огромная собака. Фильм и книга частично встретились в Косом переулке. В кафе с мороженым друзья обсудили надутую тетку, а Рыжик показал новую палочку из ивы. В отличие от парней, у которых будет только 2 новых предмета, Гермиона взяла себе дополнительно нумерологию, древние руны и изучение маглов. Родители наперед подарили ей 10 галеонов на день рождения, и она хотела купить себе сову. Тут выяснилось, что Короста нездорова после Египта. Трио зашло в зоомагазин, где ведьма удивилась такому долгожительству и порекомендовала крысиную микстуру. Вот тут-то живоглот впервые напал на Коросту. Оказалось, что кот пробыл в магазине несколько веков и так приглянулся Гермионе, что она купила его вместо совы. Встреча с остальной семьей Уизли тоже отличается. Фильм упускает ужин, на котором Том объединил 3 стола и накрыл пирушку. А Артур сообщил, что им завтра предоставят 2 служебные брички до вокзала. Перед сном Гарри подслушал ссору Магловеда и Фурии. Молли была против того, чтобы выложить Гарри всю правду, а Артур благодарил судьбу, что избранного подобрал ночной рыцарь. Фурия была уверена, что в Хогвартсе безопасно,
безопасно, но ее муж сказал, что Фаджу доложили, что последние дни в Азкабане Сириус только и бормотал во сне слова «Он в Хогвартсе». Утром брички министерства отвезли группу на вокзал. Артур взял Гарри, и они первыми прошли через портал. И тут избранный признался, что подслушал скандал. В фильме же этот разговор состоялся более открыто еще в дырявом котле. В книге Молли не несла крысу Рону, он ее не терял. Фильм и книга встретились в поезде, но без нескольких деталей. Сначала в книге сработал вредноскоп, но никто не придал этому значения. Далее друзья заговорили о Хогсмите, а к часу дня проехала тележка со сладостями. Друзья думали накормить профессора, ибо выглядел он так себе, но не стали будить. Когда пошел дождь, Драко с прихвостнями пришли в купе и нахамили Рону, поиздевавшись над его семьей, но драться под носом учителя не решились. Сцена с Дементором очень похожа с книгой. К друзьям зашел Невилл, а профессор Люпин проснулся и приказал всем молчать еще до того, как Дементор зашел. Он подрубил Люмос, встал и подошел к двери, в которую ломился Дементор. Когда Поттер потерял сознание, Римус крикнул, что никто не прячет тут Сириуса, и уже тогда применил Патронус. Друзья сели в кареты, и тут в книге впервые упоминают лошадей-невидимок. Малфой в книге издевается над обмороком Гарри еще при входе в замок, а новость, как оказалось, разболтал Невилл. Римус одним только видом заставил Драко с прихвостнями откланяться и отступить. У входа Катяуси позвала избранного и всезнайку к себе в кабинет. Она получила сообщение от Лунатика и позвала мадам Помфри, которая похвалила Люпина за шоколад, назвав его толковым преподавателем. После Минерва попросила остаться только Гермиону, чтобы обсудить ее расписание. Фильм упускает, как Флитвик выносит шляпу и табуретку, что намекает, что директор тот еще тролль. Вместо этого лента демонстрирует шикарное выступление хора, куратором которого является Флитвик. Во время своей речи в книге Альбус отметил, что мантия-невидимка не катит против дементоров. Далее в фильме присутствует здоровская сцена с магическим шоколадом, которой не было в книге, где Гарри подумал, что он наконец-то дома. По лору троллинг от Драко продолжился и утром, но близнецы рассказали, что Малфой так испугался встречи с дементорами, что забежал в их купе, и сказали, чтобы Гарри не переживал. От них же друзья получили и расписание, которое сразу заинтересовало Рона, ибо у Гермионы сразу 3 занятия на 9 утра. Вопрос об этом в фильме Рон задаст после прорицания. Когда трио шло на то самое прорицание в книге, тут-то и появился впервые вырезанный сэр Кэдаган, назвав всех трусами, но после помог добраться на прорицание. Мы позовем вас, если нам потребуется ненормальный. Трелани на уроке в книге упомянула несколько предсказаний, включая то, что на Пасху один из них навсегда их покинет, а Невилл по ее предсказанию разбил чашку. Гермиона позволила себе довольно нахально вести себя на уроке, но она не появлялась из ниоткуда, как это было показано в фильме. Далее лента подрезает часть книги. Происходит урок МакГонагал, на котором она рассказывает об анимагах. Минерва превратилась в кошку и, не увидев хоть какой-то реакции, поинтересовалась, что у них всех с рожами. Ребята, чё у вас такие кислые лица? Услышав, что утром было прорицание, она поехидничала с вопросом, мол, кто обнулится в этом году. Она успокоила Гарри, что прорицание – самая неточная ветвь науки и что настоящих ясновидцев очень мало. Во время обеда в книге Рон нагнал страху вопросом о гриме. Гарри сказал, что видел пса на улице Магнолий, когда сбежал от Дурслей. Гермиона ответила, что это все чушь и совпадение. И вот тут в книге происходит урок Хагрида, во время которого великан сам показал, как открывать учебник, и сказал, что думал, что эти книги очень милые. В отличие от книги, Рон не был крысой, а Гарри вызвался сам, так как хотел помочь другу с уроком. Кроме того, гиппогрифов было много в загоне, и на них были ошейники. В книге Клювокрыл оказался более сговорчивым и не пытался укусить Гарри, соответственно, Гермиона
Гермиона не хватала Рона за руку. Условия получения травмы Драко сильно отличаются. В книге он сначала даже поклонился гиппогрифу и, когда начал гладить его клюв, сказал, что тот уродливый монстр, и вот тут уже гиппогриф его цапнул. Лента вырезает вечерний визит друзей к Хагриду, который уже успел приложиться к бутылочке. После соплей он накричал на Гарри за то, что тот вышел ночью. Далее вырезается важный урок зельеварения, на который Драко таки пришел после прогулов. На уроке они изучали уменьшающее зелье. Малфой лгал, что у него болит рука, и агент приказал Рыжику резать ингредиенты для чистомера. После и избранному пришлось чистить тому ингредиенты. Снейп накинулся на Невилла, у которого не получалось зелье. Северус пригрозил дать это варево Тревору. Тут-то Симус и выложил Гарри и Рону, что Сириуса видели, что в ленте говорит Бэм в большом зале. Драко же подслушивал, а после начал подначивать Гарри к мести. В конце урока Снейп таки залил жабе в рот зелье, она превратилась в головастика, но он забрал 5 очков за помощь Гермионы. Тут Рон заметил, что их подруга как сквозь землю провалилась, а после почти сразу появилась в другом месте. Рыжик заподозрил, что она что-то скрывает. Кино с первоисточником встретились на уроке по защите. В книге Пивз пытался заклеить жвачкой двери, за что Люпин в ответ заставил жвачку залететь полтергейсту прямо в нос. Занятие проходило в учительской, где сидел Снейп. Тот облил грязью Невилла в присутствии Римуса и удалился. Люпин ответил коллеге, что именно Долгопупс должен ему помочь и, в отличие от ленты, попросил конкретно описать одежду бабушки. После Невилла в книге пошла Парвати, и ее атаковала мумия, а не змея. Симусу явилась Банши, Дин сражался с оторванной рукой, а уже после вышел Рон против аналога Арагога и удалил тому все лапы. А вот Гарри в лоре даже не успел приступить. Римус превратил Луну в таракана и попросил Невилла добить Богарта. Далее лента очень многое вырезает. Во-первых, вся школа узнала о Богарте Невилла, и на своих уроках агент отыгрывался на несчастном. Во-вторых, на прорицаниях фаворитки Трелони, Лаванда и Парвати стали часто плакать на уроках. В-третьих, после урока трансфигурации Гарри просит Минерву подписать разрешение, но, как и в фильме, она отказала. В-четвертых, Хагрид после неудачи с гиппогрифом стал проводить уроки с очень скучными животными вроде флобер-червей. Фильм упускает и то, что для Оливера Вуда это последний год, и тот тиранил свою команду как никогда ранее. Он был одержим кубком. Более того, росло и напряжение между Роном и Гермионой из-за коросты. Разрешение в Хогсмит Катяусе требовало сдать ей до Хэллоуина. В фильме же их собирал Филч и уже перед самым визитом. И вот тут фильм и книга встретились. В оригинале Малфой кинул колкость о том, что Поттер боится дементоров. В гостиной к избранному еще и пытался приставать Колин, но Гарри отморозился и после скитаний наткнулся на Люпина, который пригласил его посмотреть на Гриндилоу. В фильме же они стоят на импровизированном мосту. Их диалог также отличается. Люпин не хотел, чтобы на уроке появился лорд Волан-де-Морт, поэтому в оригинале Гарри даже не успел подойти к Богарту. Также они не обсуждали родителей, как это было в фильме. Тут Снейп принес зелье и потребовал выпить все. После ухода избранный предупредил, что Северус готов на все, чтобы стать преподавателем защиты. Для фильма была отснята, но вырезана сцена с подарками Рона и Гермионы из Хогсмита, что почти в том же формате происходило и в книге. Сценарий и в этот раз не включил хэллоуинский пир с театром привидений. После нападения в книге к холсту пришли Дамблдор, МакГонагал,
Снейп и Люпин, но в ленте с директором был только Филч. В оригинале Пивз сказал, что у Сириуса Блэка весьма скверный характер и показал, где полная дама. Далее Ноунейм, как тевранец, предположил, что Блэк мог трансгрессировать. Да тут Гермиона сказала, что в истории Хогвартса написано, что замок заколдован и трансгрессировать тут нельзя. В книге разговор директора с агентом, в котором участвовал еще и Перси, подслушивали все трое, но в книге только Гарри. После нападения Минерва чуть ли не запретила Поттеру тренироваться, но сжалилась с условием присмотра мадам Трюк. Флинт не захотел играть в Шторм и сослался на травму Драка, поэтому против Гриффиндора и выходил Пуффиндуй с новым капитаном Седриком Диггори. Вот тут-то и начинается урок Снейпа по защите. Из-за Вуда Гарри опоздал на 10 минут. Северус оштрафовал его на 15 очков за опоздание и лишние вопросы, но все-таки, в отличие от фильма, ответил, что Люпину не здоровится. Северус подчеркнул безалаберность Римуса, указав на то, что тот не ведет журнал, но того начали защищать гриффиндорцы. В книге за оскорбление Гермионы в конфронтацию вступает Рон, за что получает наказание. Но в фильме он даже соглашается с профессором. Матч претерпел определенных изменений на экране. Во-первых, студенты снова-таки не падают. Во-вторых, Гермиона во время тайм-аута заколдовала очки Гарри, чтобы он мог хотя бы видеть через дождь. В-третьих, Гарри слышит целый диалог между Лили и Темным Лордом, а не только свое имя. Уже в госпитале выяснилось, что Диггори поймал Снитч и даже просил переиграть, но им засчитали победу. Избранный валялся в госпитале до понедельника, и ему снились дементоры и мама. Лента вырезает следующий урок по защите от темных сил. Римус отменил задание Северуса и позвал Гарри на разговор, который в фильме происходил в лесу. В оригинале профессор рассказывает, что такое Азкабан, и объясняет мотивацию дементоров, ибо они голодны, а тут на матче собралось столько бодрых зрителей. По лору оказалось, что в ноябре Пуффиндуй с разгромом слил матч Когтеврану, и у Гриффиндора теперь были шансы на победу. Фильм и книга встретились на передаче карты. В книге Гарри не пробует под мантией пробраться в Хогсмит, так как директор предупредил, что против дементоров мантии не работают. Близнецы передают Гарри карту на 4-м этаже, и фильм объединил два похода в Хогсмит в один. По лору, во время первого визита избранный находит своих друзей. Рассматривая сладости, Рон вспомнил, как его мама отлупила Фреда метлой, когда тот дал ему кислую конфету. В ленте Поттер пошел греть уши в подсобку, но в книге они в открытую сидели за столиком, а когда в бар зашли МакГонагал, Флитвик, Хагрид и министр магии, Рон и Гермиона запихали Гарри под стол. Хагрид расширил упомянутую в первой главе философского камня историю о встрече с Сириусом. Это великан спас Гарри из руин. Сириус попросил отдать крестника ему, но Хагрид, руководствуясь приказом Дамблдора, оставил его себе. Тогда Сириус передал великану свой мотоцикл. Министр вспомнил, что видел Блэка, когда приезжал в Азкабан на инспекцию, и сказал, что тот был в достаточно хорошем психическом состоянии. В книге разборки с Малфоем тут не происходят, да и криков Гарри тоже. Тот, напротив, ударился в рефлексию. Он не понимал, почему Хагрид, Артур Уизли, министр и другие не сказали ему, что его крестный предал его родителей. Далее лента снова многое вырезает. Во время каникул избранный достал альбом и посмотрел на свадебную фотографию своих родителей, где увидел Шафера, молодого Сириуса Блэка. Гарри собирался выписать Хагриду по 1 число за то, что тот никогда не рассказывал о Блэке, но придя в хижину, тот рассказал им, что его не уволят, а вот Клювокрыла отдадут в комиссию по обезвреживанию опасных существ. Как обычно, пропущена
ужины и новогодние подарки. Гарри получил свитер от миссис Уизли с пирожками, а также новую метлу-молнию, но она была без открытки. Когда подошла Гермиона, кот снова начал прыгать на коросту. Рон хотел пнуть кота, но промазал и ударил по чемодану Гарри, из которого выпрыгнул вредноскоп. Далее Гермиона привела в спальню Минерву, и та залутала метлу, сказав, что вернет ее только тогда, когда ее проверят на безопасность. Всезнайка не просто так предала друзей, она подумала, что эту метлу мог прислать Сириус Блэк. Был пропущен и небольшой пир для дюжины человек. Трелони пришла на обед, но не стала есть, ибо тогда за столом будет 13 человек, что дурной знак. Она, между прочим, права. Но Дамблдор прекратил распри и пригласил к обеду. Вуд после каникул почти готов был отстранить Гарри, но тот сказал, что лунатик обучит его защищаться от дементоров и что ему подарили молнию, но МакГонагал ее отжала. Далее фильм вырезает урок Хагрида с огненными саламандрами, что было очень кстати в холодный январский день. Трелони учила гадать по руке, а Гарри напомнил Люпину за обещание. Уже здесь Гермиона сообразила, что Люпин оборотень, но до парней не дошло. Тут-то фильм и книга встретились, и во время первого занятия Гарри в книге услышал не только голос матери, но и голос отца. Люпин выложил, что знал его отца, а Гарри смекнул, что и Сириуса Блэка тоже. Правда, эта тема учителю не шибко понравилась. Более того, если Поттеру в фильме удалось отогнать Богарта, то в книге первое занятие закончилось фиаско. Параллельно Рон все больше задумывался, как Гермиона могла обсуждать свое сочинение с профессором нумерологии, если вчера была с ними на уроке по уходу за магическими существами в это же время. А Эрни Макмиллан еще и сказал, что она никогда не пропускает изучение маглов, хотя эти уроки совпадают с прорицанием. По лору на кровати Рыжика появляется кровь и шерсть живоглота. Это приводит к крупной ссоре со Всезнайкой. Тут же снова появляется Вуд. Минерва сказала, чтобы он остыл и вернет метлу тогда, когда ее проверят. Оливер предложил Гарри заказать Нимбус 2001, как у Малфоя, но Гарри отказался покупать хоть что-то такое же, как у Малфоя. Уроки с Люпином продолжались, и у Гарри никак не получалось освоить заклинание Патронус. Он продолжал слышать голоса родителей и испытывал сильный диссонанс по этому поводу. Далее вырезаются еще несколько сцен. Во-первых, Катяуси вернула метлу перед матчем по квиддичу против Коктеврана. На одной из тренировок мадам Трюк оценила метлу, рассказав, на чем сама летала в молодости. Во-вторых, Невилл потерял бумажку с паролями и не мог войти, а сэр Кэдаган его не пропускал. После начинается матч против Коктеврана, и Гарри почувствовал, что Джоу очень красивая, и его начало колотить не как перед обычным матчем. Вуд начал кричать на Гарри, что не самое лучшее время быть джентльменом и что ему стоит сбросить Джоу с метлы. Во время матча Малфой с друзьями решили приколоться над Гарри и вырядились дементорами. Вот где он впервые использовал настоящий Патронус, а МакГонагал выписала негодяям наказание и забрала 50 очков у Слизерина. После празднования в гостиной все пошли спать, но ночью в комнату пробрался Сириус и разрезал полок кровати Рона, после чего тот проснулся и закричал, из-за чего бродяге пришлось убежать. Как выяснилось, сэр Кэдаган пропустил его потому, что у того был список с паролями, который потерял Невилл. Минерва рассвирепела и лишила его возможности посещать Хогсмит вообще когда-либо. Но хуже всего было утром, когда Невилл получил от бабушки громовещатель. После Хагрид прислал Буглю с приглашением попить у него чайку. Он попросил помириться с Гермионой, ибо ей сейчас непросто. Но вот только вечером было объявлено о следующем визите в Хогсмит, и Всезнайка пригрозила рассказать обо всем, если избранный пойдет. Гарри на понт не повелся, но ему пришлось отделаться от Невилла и Снейпа, прежде чем идти к тайному проходу. После того, как он встретил Рыжика, в этот раз уже под мантией, к тому прислал
стал Малфой с друзьями. Правда, в книге это был Гойл, но тут это какой-то ноунейм из массовки. Так как уже была весна, Гарри бросал в слизеринцев грязь, а не снег. Но случайно мантия сползла с головы, и Драко увидел голову Гарри. Избранный в книге бросился назад в замок, оставил мантию в секретном проходе, но рядом со входом его исцапал Снейп, которому все доложил Драко. В перепалке «Нет, чтобы молчать» Гарри наступил на больную мозоль профессору и сказал, что Дамблдор рассказал, как Поттер-старший спас Северуса. Но тот так рассвирепел, что наехал на Дамблдора, мол, там все было не так однозначно, и Джеймс в первую очередь спасал свою репутацию и свою шкуру. К счастью, после прочтения пергамента Северус сам позвал Люпина через камин. Вот где фильм и книга встречаются. Сама карта в оригинале более жестко потроллила Снейпа. Создатели карты облили профессора с ног до головы, и так как он знал эти прозвища, то сразу смекнул, чьих это рук дело. То есть встреча двух бывших одноклассников не происходит случайно. Римус также отмазал Гарри, а тут еще и прибежал Рон, который подтвердил, что купил свиток в лавке приколов Зонка. И в отличие от фильма, Гарри не видел на карте Питера Петтигрю и не шарился ночью по замку. А вот Люпин в книге еще более отчитал Гарри, и они с Роном поняли, что сглупили. Естественно, избранный не говорит лунатику, что видел Петтигрю, и тут всезнайка сообщила, что великан проиграл дело. В слезах та просит прощения за коросту, и они с Роном мирятся. Чистомер возле двери рофлил, как Хагрид плачет, и вот тут Гермиона ему втащила, что в фильме происходит только через несколько месяцев. Когда друзья пришли на урок Флитвика, они заметили, что Гермиона исчезла. После обеда они пошли в гостиную и обнаружили подругу, сказав ей, что скоро уже прорицание. Та поняла, что пропустила заклинание и побежала извиняться перед профессором, и уже тут фильм с книгой снова пересеклись. В обеих версиях Гермиона уходит с урока Трелони, но в книге она не бьет шар, да и происходит это сильно раньше. Лаванда и Парвати вспомнили, как на первом уроке профессор говорила, что перед Пасхой один из них покинет их навсегда. Фильм вырезает и третий матч против Слизерина. Напряжение дошло до безумия. Перед матчем избранному приснилось, что Драко летает на драконе, а также, что он проспал и команда была вынуждена выпустить Невилла. Проснувшись, Гарри увидел Живоглота и огромного черного пса на опушке, которые вместе куда-то побежали. Финальный матч же был самым грязным из всех. Каждая команда получала по несколько пенальти, но все же Гарри поймал снич с нужным команде разрывом в счете, и Гриффиндор получил наконец-то желанный кубок. Далее фильм вырезает экзамены. Из интересных Люпин устроил полосу препятствий, где Гарри продемонстрировал превосходный результат, а Гермиону стопанул Богарт, который превратился в профессора МакГонагал, которая сказала, что та завалила все экзамены. И тут фильм и книга встретились. Вот только на предсказание в книге уже был экзамен, ибо наступил июнь. Все заходили по одному, и Гарри был последним в очереди. Он не видел Сириуса в шаре, а наплел, что Гиппогриф выжил и улетел. И вот тут уже услышал то самое предсказание. Мы в дерьме! Мы в дерьме! Когда друзья были у Хагрида, в фильме великан отдал коросту сам, но в книге Гермиона увидела крысу за кувшином. В книге Квадробер кусает Рона за руку, и тот ломает ногу из-за корней, но в фильме Сириус сразу пытается оттяпать Рыжику голень. Лента слишком сильно и основательно меняет все события в воющей хижине. В фильме Всезнайка забрасывает избранного, но в книге Живоглот нажал на нужный корень и пошел за Сириусом. В книге бродяга обезоруживает друзей палочкой Рона, но в ленте этого не происходит. В фильме Гермиона защищает Гарри, но в книге эту фразу говорит Рон и встает на сломанную ногу. Более того, в книге Сириус не ведет себя как сумасшедший. У них с крестником завязывается потасовка без палочек, и бродяга пытается рассказать, как все было на самом деле. И тут за
Сириуса впрягается живоглот. Когда приходит Римус, он сразу все понимает. Сириус опять-таки не кричит как одержимый, а спокойно говорит, что нашел Петтигрю. Лунатик вернул трио их палочки и только после этого попросил их выслушать. Римус рассказал, что это они в школе, 4 друзей, называли себя мародерами, которые и сделали карту. Он раскрыл тайну, что Иву посадили именно для него, и что в визжащей хижине никогда не было призраков, все звуки издавал он. Друзья сообразили, что Люпин слишком часто болеет под полнолуние, и стали анимагами, чтобы сопровождать своего друга-оборотня в ту самую воющую хижину. Всезнайка засомневалась, что крыса — это Питер Петтигрю, потому что проверила реестр анимагов. На это Люпин ответил, что его друзья стали незарегистрированными анимагами. Тут подробно раскрыто, как Сириус пранканул Северуса, что частично Дамблдор упомянул в госпитале в Философском камне. В фильме Снейп появляется открыто, но в книге он под мантией стоит и примерно полчаса греет уши. Оказалось, что агент нес Люпину зелье и, увидев на столе карту мародеров, все понял. В фильме избранный в одиночку атакует профессора Снейпа, но в книге это были еще и его друзья. То есть Северус получил 3 удара заклинанием в грудь и от этого упал. Рон задал вопрос, как Сириус понял, что крыса — это Петтигрю. Сириус ответил, что ему министр дал свою газету, когда был в Азкабане, и тогда-то Сириус увидел фотографию всей семьи Уизли на титульной странице. Вместе с Роном на фотографии красовалась крыса, которую бродяга видел 1000 раз. Оказалось, что Живоглот довольно умен. Они подружились с бродягой, и кот хотел похитить крысу для Сириуса, и это он украл у Невилла пароли. Всезнайка задала вопрос, почему же Питер не пытался навредить избранному все эти 3 года, но Сириус объяснил, что тот никогда не делал ничего без выгоды для себя. Так как Волан-де-Морт уже не при делах, не было смысла пытаться навредить Гарри под носом у Альбуса Дамблдора. В принципе, логично. Далее Сириус раскрыл тайну, как он сбежал из Азкабана. Он настолько исхудал, что в виде собаки смог пробраться через решетки, а чувства собаки дементорам не кажутся человеческими, и за ними сложнее следить. Лента упускает попытки Гермионы помочь Гарри в создании Патронуса, но, естественно, без какой-либо практики у нее ничего не получается. Фильм и книга встречаются в больничном крыле. В книге Снейп общался с министром в госпитале. Это он доставил всех в замок. Фадж посулил орден Мерлина, а Северус начал обливать Гарри грязью. В фильме Гермиона говорит, что Сириуса ждет поцелуй Дементора, но в книге это говорит мадам Помфри и приносит шоколад. Гарри и Гермиона пытаются убедить министра, но тот не преклонен. И вот тут вошел Дамблдор. Северус слишком агрессивно говорил и с учениками, и даже с директором. Ему не нравилось, что тот не доверяет ему. Дамблдор попросил удалиться всех 3. Помфри ушла в свой кабинет, грохнув дверью, а вот Снейпу пришлось повторять 3. Лента упустила интересные комментарии директора о Люпине и Сириусе. Во-первых, Римус в лесу и не может свидетельствовать в пользу бродяги. Во-вторых, к оборотням в обществе слишком мало доверия. В-третьих, они с Блэком старые друзья. В-четвертых, Сириус таки напал на полную даму и проник в гостиную Гриффиндора. Подытожив, Альбус говорит, что версия Снейпа будет куда более убедительной для общества, чем их. Рон все это время в сознание не приходил. В книге Гарри и Гермиона запираются в чулане, и Всезнайка слышит, как трио из прошлого идет под мантией к Хагриду.
Хагриду. И объяснение механики работы маховика в книге происходило более спокойно. Путешествуя во времени в книге, герои с Клювокрылом возвращались в хижину Хагрида, который, в свою очередь, уже ходил по лесу с бутылочкой. Соответственно, битва Гиппогрифа с оборотнем происходит только в фильме. Отличается и спасение Сириуса. Они не прилетают в камеру и не разносят двери. Заклинание Бомбарда было придумано только для фильмов. В книге такого не было. Сириус был заперт в кабинете Флитвика на 8-м этаже, и окно открыли обыкновенным заклинанием. После освобождения дуэт не общается с бродягой. Они требуют, чтобы он немедленно бежал. После их возвращения в книге директор не ведет себя как слабоумный, а говорит, что он восхищен ими. Также друзья не пулят Рона. Рыжик валяется все это время без сознания и приходит в себя сильно позже. Кроме того, Снейп и Министр снова врываются в больничное крыло, где Северус обвиняет во всем Поттера. Но за учеников вписываются директор и мадам Помфри, которая говорит, что ее подопечные никуда не уходили. И вот уже тут в себя приходит Рон. Директор спросил, уберет ли Фадж дементоров, и пошутил, что было бы здорово поставить у входа драконов, и что Хагриду это было бы в радость, что намекает нам на Кубок Огня. На утро Хагрид подходит к друзьям и рассказывает, что Клювокрыл сбежал, а также то, что Снейп рассказал всем слизеринцам, что Люпин оборотень и всю эту ночь непонятно где бродил. Римус в книге вернул Гарри не только карту, но и мантию. Вот тут пришел Дамблдор и сказал, что Римуса ждет экипаж. Также в книге отличаются диалоги. Гарри расстроен побегом Петтигрю и рассказывает об этом Дамблдору, а не Люпину. Тут же он сообщил и о пророчестве. Директор ответил, что Сивилла сделала уже 2 правильных предсказания и пошутил, что нужно прибавить ей жалование. Дамблдор также сказал, что Петтигрю теперь в долгу перед Гарри, что между ними теперь особая связь, что к темному лорду отправился должник его злейшего врага, и что, возможно, наступит день, когда Гарри будет рад тому, что позволил Питеру жить. Обсудили они и Патронус, и Дамблдор сказал, что Гарри нашел отца в своем сердце. Перед поездкой домой книга раскрывает еще несколько нюансов. Перси сдал выпускные экзамены жаба на максимум. Гриффиндор снова победил в межфакультетном соревновании. Гермиона забросила изучение маглов и прорицание. А Рон сказал, что этим летом будет чемпионат мира по квиддичу. Далее в купе прилетела маленькая серая сова с письмом. Тут-то и выяснилось, что молния – это подарок Сириуса. Письмо с заказом отнес Живоглот, но золото было взято из личного хранилища Сириуса. Также Крестный извинился за то, что напугал Гарри на улице Магнолий. И тут-то Избранный и получил разрешение от Сириуса на посещение Хогсмита, а сову Сириус подарил Рону, который дал Живоглоту обнюхать ее. На вокзале Гарри встретили Дурсли и родители Уизли. Вернон увидел конверт и ушел в отказ что-то там подписывать, но тут Гарри ответил, что это письмо от Сириуса, его крестного, который сбежал из тюрьмы для волшебников и теперь очень беспокоится за своего крестника. На веселой ноте, что это лето для Гарри будет гораздо лучше предыдущего, книга и закончилась. Фильм, к сожалению, сделал не такую атмосферную концовку. Итак, вот они, все важные или интересные отличия книги и фильма. После еще одного прочтения оригинала и просмотра ленты с уверенностью скажу, что фильм все еще хорош и очень неплохо адаптирован. Некоторые сцены и линии пошли под нож, но тем не менее все воспринимается как завершенная история на данном этапе. Перед 4-й частью будет определенный анонс, в котором выступит знакомый эксперт в области кино и поделится занимательными мыслями. Благодарю за внимание и до скорых встреч!